Поваленные деревья, сломанные заборы, унесенные крыши, сорванные линии электропередач. В Ингушетии подсчитывают убытки после удара стихии. Шквалистый ветер, гроза, местами град оставили республику почти на сутки без света и воды, как, например, в Икажево. Минута раз элакер шифр да яхертха мухбалжа. И навес ачахар и сразу ешь ачберт топр. Один за один. Семья Добриевых эту ночь запомнит надолго. Крыша, потолок, мебель – все пришло в негодность. В зале, где недавно справляли мархаш, теперь полный беспорядок. Кровлю снесло. Добриевы своими силами попытались восстановить крышу, чтобы не сидеть под дождем. Администрация ханисо еха. Цар абяка проверки хаждатхо хан ушер безедет. Помощь егим и отходок цар фудо пока косагвин вац. Я хамдакос. На помощь от государства надеется еще один житель Альтиева, Али Цалоев. У него дома из-за непогоды в нескольких комнатах обвалился потолок. Он уже обратился с заявлением в местную администрацию. Та же участь постигла и жителей бараков в Назране рядом с фабрикой. Многие из них вынуждены были переехать на время к своим родственникам, так как жить на прежнем месте пока невозможно. Тем не менее, чтобы сохранить хоть как-то имущество, люди накрыли крыши тентом. Заборы разрушены. Пока в городе насчитывают около полусотни пострадавших частных домовладений. Пострадали административные здания, это снесли и крыши, есть подтопление с рекламными щитами. Короче, последствия такие не очень хорошие. Но самое главное было на вчерашний день – это обеспечить безопасность граждан. Это совместно с МЧС, МРСК и со всеми службами города. Вчера буквально за ночь все не спали. Все эти последствия были устранены. Проезжая часть, безопасность людей, вся она была обеспечена. Уже через несколько часов безопасности людей города ничего не угрожало. Ситуация была нестандартная, но режима ЧС в республике не вводилось, поэтому говорить о каких-то выплатах поврежденным частным домовладениям, еще чему-то пока не приходится. Но жителей, конечно, города мы без внимания не оставим. В ближайшее время будет заседание в правительстве по этому поводу. Конечно, будем просить какую-то помощь, что-нибудь еще. И мы людей, естественно, в беде не оставим. Зона отдыха рядом с Назрановским прудом замусорена. Деревья безжалостно повалены ветром. Фонари разбиты. Коммунальщикам предстоит привести в порядок город в кратчайшие сроки. До утра сумели мы практически дороги освободить, чтобы не было препятствий для движения, чтобы свободно граждане с утра могли передвигаться. А касательно всех остальных работ, конечно, работа очень серьезная и очень, я скажу, объемная. Сказать, что мы сегодня прям закончим, вычистим город, это просто будет несерьезно. Я думаю, сегодня, за день, два, три, на эти выходные мы сумеем привести город в прежнем режиме. В эти дни только ленивый не снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Крышу Гамурзиевской школы ветер опрокинул мгновенно. Та же картина и в некоторых многоквартирных домах. Во всей этой ситуации радует одно: человеческих жертв нет, но у многих пострадал кров. По некоторым улицам было просто не проехать, а те, кто все-таки пытался, застряли в луже, словно в зыбучих песках. Перед сильным ветром не устояли даже многолетние деревья. Их снесло на корню. Град, похоже, стал нормой в нашей республике. После такого никто никогда больше не скажет, что у природы нет плохой погоды. Стала понятна причина обесточивания региона. Водоснабжение же было нарушено, потому что на Гамурзиевской водозаборной станции упали сразу два электрических столба. Это около 160 метров линии электропередач. И насосы, откачивающие воду, просто перестали работать. В итоге без воды остались жители Назрани, Гамурзиева, Плиева, Барсуки, Газиюрта и Насыркорта. تاغن شو عمقول شيمو بالخو أو خاخوي أو سبوا أو كابول جمال جو بالخو شيمو سيسر بيسن دين سامنا نجاحدت خو بالبش تكون صنع ده بال ناقص لده أن إنرجيتيكش به دال عند اللي حتسبعوا عدوج جانش دعيوا خش دقر أو بال حجج دتخو تاغن عن بولجي случаем أدر از ناخ где هنا сразу حتى يا ميالنج сразу خيد عدول داتشون сразу хани от системы опустошится дат полностью.
резервуар опустошится дятка. Цена ты бехцу бахуш худыша, вей кардуатыш диалог мамедивей, иштмоти гярхани сени. Правильно Вопреки стихии, в сложнейших условиях восстановительные работы проводили ингушские энергетики. В 6 часов утра все основные линии были запитаны. Оперативно-выездные бригады продолжают отрабатывать заявки жителей в режиме нон-стоп, чтобы вода и свет скорее вернулись в каждый дом. Времени 18:50 на территории Республики Ингушетия филиалом был введен режим повышенной готовности. Были мобилизованы силы и средства в количестве 18 бригад, общей численностью 54 человека и 18 автоспецтранспорта. Значит, по мере надобности они увеличивались. Директор филиала и ответственные работники целую ночь, сегодня никто не уходил с поста, все на боевом посту решали задачи подачи напряжения жителям Республики Ингушетия. Всю информацию по восстановлению подачи света можно получить, позвонив по бесплатной круглосуточной горячей линии, номер которой вы видите на своих экранах. К слову, больше суток на территории региона отсутствовала и давала сбои сотовая связь. Мы находимся на пересечении улиц Балкоева и Комарова. Здесь произошел обрыв высоковольтной линии. Как вы видите, ремонтные работы ведутся силами сотрудников нашего Карабулакского РЭСа. Оперативные группы из числа глав и сотрудников сельских администраций совершали ночной обход территорий населенных пунктов для оценки ущерба, нанесенного стихией. Обмотка электропередачи высоковольтной линии. Там тоже мы застали наших электриков, они работали. Все, что необходимо, подвезли. Остался без крыши и частный цех в Сунже. Кровля повредила и легковой автомобиль, который стоял рядом со зданием. В общем, букет проблем и головная боль от капризов природы достались почти всем. Больше всего повезло жителям Малгобека. Там обошлось без особых эксцессов. Вместе всех пострадал наш Малгобекский район, насколько у нас имеется информация. Да, у нас были отключения энергии из-за короткого замыкания. Но все неполадки были устранены, кроме в сельском поселении Новороданг. Но те недодел, которые остались у них, будут устранены в ближайшие 2-3 часа. Так или иначе, ущерб еще предстоит подсчитать. Непогода, разыгравшаяся в регионе, оставила неприятный след. И теперь, наверное, каждый будет серьезнее относиться к своевременным предупреждениям синоптиков и хотя бы раз в день проверять прогноз. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.